дорогие, доброе утро. Эти Хелшин, с вами снова Лейла. И вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, друзья, я с утра леплю вареники, как видите. И решила с вами поговорить. Так, придется мне опять говорить громче. У нас опять оказия, опять сломали наш микрофон. На сей раз сломал Ибрагим. Так, некоторые мои девочки знают, что со мной, что я делаю эти несколько дней. Дело в том, что у нас со вчерашнего дня, вчера, позавчера, ну, особенно вчера и сегодня, постоянно выключают свет. И ролик, который сегодня вышел, и вы посмотрели его, спасибо за просмотры, снимался у меня, если честно, позавчера, но я его никак не могла загрузить, потому что не было света, не было интернета. Поэтому вот как-то так. И сейчас, думаю, даже не думала снимать, но потом решила, я уже налепила, если честно, 2 лотка, это у меня сейчас 3-й лоток пельменей, говорю, вареников. Ну, понемножечку с вами поговорю, потому что у меня есть время поговорить. Есть некоторые вопросы, которые я не просила вас задать, но вы не получили на них ответ. Вот. Дело в том, что у меня снова заказ. Я не собиралась пока принимать заказы, потому что у меня стоят купленные помидоры, которые нужно срочно мне с ними сделать заготовки на зиму. И посолить помидоры, и салаты сделать. И заказ у меня есть на продажу, нужно 30 баночек лечо сделать. Но это моя постоянная клиентка, может быть, кто со мной давно знает, что вот я на Уразу Байрам им готовила, когда муж был один дома, готовила для больницы в ковид. Это вот постоянная клиентка, она сама за рубежом, муж снова приезжает, и она мне вчера написала сообщение, что есть ли возможность приготовить ну, вот такой вот заказ. Значит, заказ у меня 3-4 килограмма вареников с творогом, 3-4 килограмма пельменей, это заморозка, и лагман с голубцами уже в готовом виде. Это нужно сделать уже, ну, уже сегодня новый день, завтра, на завтра, да. Но заморозку же мне нужно сделать чуть-чуть пораньше. Расскажу еще, что со мной случилось сегодня. Ну, уже не сегодня, а вчера, потому что, друзья, сейчас, признаюсь вам честно, 4:30 утра. Дело в том, что уже эти 2 дня подряд мне дочка привозит Мухаммеда, потому что он очень сильно капризничает. Не то, что капризничает, он закатывает истерики у няни, и никакая няня с ним не справляется. И пока не знаю, пока моя дочка Мадина не разрешит свой вопрос, будет ли она работать или найдет какую-нибудь няньку, чтобы посмотрела няню за ее ребенком, придется мне смотреть за этим ребеночком, ну, до обеда. Она к часу уже приходит домой. Еще и поэтому у меня не получается быстро сделать свои заготовки, потому что ребенок капризный. Но вчера еще он более-менее, не то что более-менее, он хорошо спал с прабабушкой, игрался, она прям целый день с ним возилась, но сегодня он был очень капризным, практически не хотел спать. Во-первых, никак мы его не можем приучить к бутылке. Дело в том, что он же грудничок, вот сколько бы, 5 часов, 4 часа, 3 часа, сколько бы он ни ел, но с бутылки он не ест. Вот плачет, голодненький плачет, но бутылку не берет. Вот это вот у нас проблема. Сцеживаю ему прямо из бутылки, выдавливаю, не сцеживаю, а выдавливаю из бутылки в рот, когда плачет, лишь бы хоть что-то у него было в желудочке, пока его мама придет. Вот так вот, друзья. Такие дела. И сегодня что-то вот после обеда как раз пришла Мадина. Я говорю, Мадина, что-то мне непонятное такое ощущение, вот как будто бы должен быть, ну, когда вот начинается ОРВИ, как вот такое впечатление. А у меня уже 2-й день Джабраил тоже с таким же состоянием, практически все время под одеялом лежит. Там у него работа, он сам сегодня показывает на телефоне. Вот представь, говорит, мам, вот это только мне нужно сделать. Ну, буквально на 2 часа осталось там плитку у него доделать. Ну, вот у него ломота такая, уже чуть-чуть подкашливать начал.
он дома, видимо, или вирусное, действительно, я не знаю, или от него я, или что. Буквально до обеда ничего не было, никаких проблем. После обеда у меня что-то началось вот это вот ломота тоже. Ломота, головная боль и такие, знаете, ну, непонятные ощущения в грудной клетке, как будто бы там кошки скребут. Ой, я девочкам говорю, девочки, у меня столько помидор, столько всего нужно сделать. И да, и помидоры не закатывала, потому что отключали свет вечером. Вот, ну, хотя бы вот вечером же я могу что-то сделать, но вечером выключали свет, и вот 3 дня мучаемся с этим светом. На что мне девочки написали в группе, какие помидоры, ложись, отдыхай. А я все равно думаю, нет, не буду ложиться, надо все-таки сделать, вдруг действительно слягу еще, а помидоры-то пропадут. Помыла 2 ведра помидор, хорошо я их не почистила. И что-то мне нужно было в своей комнате, зашла, и что-то вот кровать меня притянула, девочки. Легла и заснула. И проспала, ну, где-то до 3:30, наверное, было, когда я проснулась, уже выспалась. И да, я начала пить чай с имбирь, лимон, несколько кружек чая выпила, потом еще мы сегодня пельмени лепили. Вы знаете, я очень люблю пельмени с бульоном. И вот этот бульончик кидала острый перчик. И горчицу сегодня сделала свежую с горчицей. Ну, прям не знаю, от чего, может от этого, может от этого. И выпила таблеточку и легла. Ну, легла, но я не легла, если честно, просто хотела немножко полежать да встать. Но заснула. А проснулась, что-то смотрю, ничего вроде бы не болит. Голова тоже не болит, и вроде бы как бы выспалась. Я думаю, давай-ка, все равно мне нужно делать заказ. Но я хотела отказать, сказать, что я заболела. А потом думаю, все равно уже не засну. Я выспалась, потому что слишком рано легла. Там по каким-то причинам я пока не делаю намаз. И как раз отвечу и на вопрос. Делаете ли вы 5-кратный намаз? Да, друзья, я, конечно, делаю 5-кратный намаз. И, короче, вот уже 3-й лоток у меня вареника. Все, уже петухи ранее начали кукарекать. Видите, как хорошо. Ну, а так, если что, когда малыш заснет, сегодня тоже мне его приведут. Прилягу тоже, отдохну днем. Ну, вот так вот получилось. И думаю, давай-ка я тоже поговорю. И, друзья, действительно хочу, я в сообществе попросила Ибрагима поставить благодарность вам еще раз, сказать большое вам спасибо. Нас уже, да, 40 000. И я никогда не думала, что, в принципе, по крайней мере, так быстро дойду до этой цифры. И не мечтала, и не задумывалась, что так может это происходить. Мы практически в течение месяца с 14 000 до 40, это сколько получается, 26 000 подписчиков ко мне пришло. Но, друзья, хочу вам сказать огромное спасибо, вы моя семья. Мне очень прям приятно слышать ваши слова в мой адрес, оценку моей работы, оценку моей жизни, оценку моего труда. И, в принципе, я очень благодарна, потому что вот как бы я хотела, чтобы меня поняли, вот практически 99%, скажу вам, меня вы поняли правильно. Ну, 1% людям не всем же, может быть, и нравится, может быть, и понятлив, может, меня не поняли, может, что. Но я им тоже благодарна. У меня вот прям вот таких очень-очень плохих комментариев очень мало. Ну, а так, конечно, без таких комментариев тоже неинтересно бы было, правда же? Надо же как-то вот к чему-то стремиться. И я вам действительно очень благодарна. Я повторюсь, вы моя семья, и я вам рада. Так, дальше. И, друзья, еще бы хотела вас попросить, чтобы вы проверили свои подписки. Не знаю, ну, может быть, и отписываются, я ничего не говорю, но мне кажется, все-таки немножко у меня и YouTube отписывает моих подписчиков, потому что в один день я заметила, у меня 300 человек было отписано. Ну и сейчас то подписываются, то подписываются. Ну, может быть, и отписываются, потому что
Я по комментариям вижу, некоторые люди заходят на канал, думая, что это кулинарный канал, друзья. И есть немножко такие вот возмущенные комментарии, что вот зачем показывать поход в магазин, зачем показывать, как вы там зелень что-то делаете. Показали бы рецепты, было бы быстрее. Но не знаю, я опять-таки объясняю, что канал у меня не кулинарный. И, в принципе, я и не старалась кого-то учить чему-то или как-то. Ну, так получилось. И если я сейчас поменяю формат и перейду чисто на кулинарный канал, я не потяну этот канал, действительно. Я просто, как бы сказать, готовлю для дома, для себя. И я же не такой профессионал, чтобы показывать готовку. Так что, друзья, вот как-то так. Сейчас я снова раскатаю, не буду. И потом подключусь. Вопрос, друзья, о теще, тесте и зяте. Все-таки очень переживаю за этого зятя, почему он не может приехать в гости, почему он не может, почему нельзя его видеть. Для вот одна пишет, что для нее зять это прямо вот чуть ли не сын и в этом роде. Но у нас так заведено. Во-первых, друзья, от того, что вот не может, это не значит, что вот прямо категорическое табу, что нельзя его видеть. Можно. Я опять сказала, что по мусульманским законам мы имеем право и видеться, и все, и все, и все, ничего не возбраняется. Но вот, хотя я и ответила одной женщине, что это уважение к родителям, она наоборот сказала, что это не уважение к родителям, что это дикость, наоборот, что он не может и видеться, что то, все. Да ради Бога, если хотят эти родители и хотят этот зять, чтобы они встречались, никто им ничего не скажет, они могут встречаться, могут общаться. Есть даже семьи, в которых зятя и видят, и общаются, и разговаривают, и ничего такого в этом нет, но в основном люди не хотят этого просто. Вот, почему мы должны вот прислушиваться других людей и навязать для нас то, что нам неприемлемо? Это идет с давних времен, еще с язычества. Я не говорю, что это может быть правильно или неправильно. Но дело в том, что я скажу просто по себе. На сегодняшний день у меня нет никакого желания видеться со своим зятем, там, общаться с ним, разговаривать с ним. Я даже не имею понятия, о чем я буду с ним говорить. Вот. Поэтому был в комментарии, что вот почему вы не меняете этот закон, сейчас 21 век, меняйте, вот почему вы хотите, чтобы мы его меняли, я не понимаю. Вам хочется видеться с зятем, пожалуйста, никто вам ничего не говорит, и нашим, и вашим. Но в таком вот прямо вот чуть ли не в приказном тоне, чтобы мы поменяли этот закон, чтобы мы виделись с этими детьми. Не надо нам этого, не хотим мы на этого. Зачем вы нам это навязываете? И я не знаю, если хотят поменять, то законы понемножечку, все равно что-то меняется, что-то уходит. Хотя мне очень многое не хотелось бы, чтобы уходило из нашей жизни. По-любому народ это поменяет, но это устраивает, что зятьев, что тещи и тести, мне кажется. И наоборот, в большинстве случаев этот закон нравится. И, как я сказала, это не такое уж большое прямо табу-табу. Вот мой дядя моего мужа, самый старший дядя, он всех своих зятёв видел, с ним общался. Они и с тещей виделись, и с тестем виделись, и ничего, и все в порядке вещей. Они так хотели, и это происходило. А кто не хочет, просто тот не видится. А в гостях этот зять может быть в гостях. Он может в любое время приехать в гости. Просто теща с тестем не выйдут к нему навстречу. Он может посидеть, например, мой зять может приехать посидеть с моими сыновьями. Если он приехал с дочкой, например, я, например, не буду, наверное, ему готовить, там, ставить что-то. Или могу я приготовить, но мои мальчики пойдут и обслужат. В принципе, мои зятья не приезжают вот так вот. Они приезжают. Например, мой муж со мной ездил к нашим. У меня сестры дома не было. Я младшенькая. И снохи дома не было тогда. Мы ездили. Он заходил, сидел с моим братом. Я там что-то приготовлю, напою их, покормлю их. И обратно посижу там у своих родителей. Еду обратно. Если я не поехала с ночевкой. Никаких проблем. Просто они не видятся. На любой праздник, на любое торжество, если
он хочет, он может приехать, если, тем более, если его пригласили, его и приглашают. Если дома девочки незамужние, так зять обычно бывает даже частым гостем в этой семье. Он именно к сестре своей жены часто приходит с гостинцами, там, с угощениями, приходит просто посидеть, попить чаю. Это в порядке вещей. То нет такого прям категорического табу, что этот зять даже во двор не может зайти. Понимаете, наверное, немножко более понятливее объяснила, что вот так вот, друзья, это не такое прям крайнее ограничение. Вот так вот. Я уже налепила вареники свои. Сейчас посмотрим, сколько у меня их получилось. Пока с вами общалась. Видите, как хорошо. И пообщались. И вареником налепила. Так. И будильник мой. Мне надо было сейчас вставать. А я уже больше часа как встала. Так. 2900 я уже в морозилку поставила. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Так, кило 900. 200 грамм я убираю тару. Кило 700. А тут кило 700. Убрать 200 грамм. Кило 500. Так, 2900. Ну, короче, как говорил Аркадий Райкин, если 10 тысяч человек по рублю, то это будут большие деньги. Такие кило 900, кило 500. Потом посчитаем, но мне кажется, этого хватит. Так, ну вот, друзья, пока отключусь. Посмотрим, что будем делать дальше. Аишка, а ты что, его не видела сегодня, что ли? Аиш. حيزن أنا حيزن ما ميت راح هشتري أنا какая у нас Аишка красавица, только было. Посмотрите, а ну-ка, какая стильная. Вот ты, Аишка, как будто ты его вообще его не видела. حيزن мама, да? Ну все, тогда я обижусь. Все, ехать. نحن أخلص بك بقى عشان كده شو خالد. هقول حقوق صحيح كل شيء حقوق بس какая стильная штучка у нас, Аишка. Смотрите, какая классная штучка. Красавица. Ух ты. А حلو إيتها هماش. هيزن هنا. حلو إيتها هماش. ماما إيتها. Ух ты, ну ты прям красавица. Ух ты. И звездочка блестящая. Ой. Ой. Ай, привет. А, маме, подписчик, привет. А, да, вот так. Да, джогу, да. Привет. Я к бабушке приехала. Да? Отпросили мы ее с садика сегодня. Я уже соскучилась. Да, Иска? Красавица моя. Аишка прямо вот обожает своего братика. Аиша, митихар. Друзья, вот такая у нас сегодня погода. Прохладно, дождь. Вот не то, что сегодня. Такая погода у нас уже третий день. И, наверное, просто из-за погоды я немножко так как бы приболела. Но не хочу сказать, что я приболела. Чувствую намного себя лучше, чем вчера. Не знаю, что будет дальше. Вот так вот. Знаете, такая погода. Вспомнила свое детство. Вчера с девочками еще говорила. Вот такую вот осеннюю дождливую погоду я любила лежать у печки и читать книгу. Это было прям вот очень мне нравилась осень, потому что все работы были сделаны, никто мне не мешал, как бы. И у нас еще не было газа, еще тогда газового отопления. Вот последняя наша улица в Куртате, в Северной Осетии, где я жила, проложили газопровод очень поздно, в
87-м году, по-моему, то ли в 88-м только. И мое детство протекало без газового оборудования. Мы топили дровами печку, и были такие вот мелкие опилки с мебельной фабрики, этими опилками. Ну, когда опилками еще не так, но вот когда дровами немножко топили, вот скрип дров, которые горят, тепло в доме, уютно. И лежишь, читаешь книгу, это было просто, вот, действительно, просто наслаждение какое-то. Поэтому, по большому счету, я осень люблю. А потом, когда уже начала заниматься полевыми работами, уже осень, конечно, меня иногда огорчала, особенно когда вовремя не успевали мы снимать урожай и переживали, что будут дожди. Ну, в любое время как-то по-своему относишься и к погоде, и ко всему. Ой, уже мой телефон намок от дождя, сама чуть-чуть намокла. Ну все, друзья, пошли. Малыша уже бабушка укачивает. Я поставила варить кашу всем. И малышу, не малышу, вернее, а Аишке и бабушке. Пацаны уже поели. Я, как сказала, после того, как сделала вареники, прилегла, пока детей не привезут. И успела поспать даже часа 2. Так что с новыми силами в путь. Так, мои друзья, а теперь мы с Аишей будем готовить обед, наверное. Мы уже позавтракали. Я приготовила кашу 2 видов, одну гречневую, одну пшеную, потому что не все у нас любят пшеную и не все любят гречневую. Так, сейчас я хочу запечь уточку, друзья. Смазала противень маслом, положу его вот в такой вот рукав. Сейчас. Значит, уточка еще, если, ну, кто со мной давно, тот помнит, что я когда-то еще замораживала уточек. Вот. И петух мой вас приветствует. Ну, сразу же замораживала, замариновав их. И вот теперь вот достала одну уточку, пока Мадина еще не пришла на обед. Ну, она придет на обед, и Мадина, и мы как бы пообедаем. На первое я хочу сделать суп из домашней лапши, а пока сейчас быстренько поставлю эту уточку готовиться. И по ходу будем делать супчик, наверное, друзья. Дождь перестал пока на какое-то время, наверное. Вот, у меня второй петух подрос, друзья. Это уже не тот петух. Помните, всегда у меня на втором плане был петух кукарекал. Мы его еще давно как бы аннулировали. Но уже второй подрос. И уже так закукарекает, так как и предыдущий. Так. Каспер, пожалуйста, не мешай мне. Сорвалась у меня. Это ниточка, или как она, пленочка. Вот так вот. Аиша тут мультики смотрит. Попросила ее убрать звук, убрала, деловая такая. Ну вот, все нынешние дети знают. О, ты уже пришла. А мы тебе обед готовим. Что так рано? Сказала, что я хороший день. Ну, сейчас пока просто чайку попьешь. Если что, там каша стоит. Папина Юша, а бабушкина Ицеха? Лёх, мама Ицеха? Вот это папина. Так, Мухаммед еще не просыпался, я его не кормила. 2 часа ему морковку сидела. Вот. И теперь поставим в духовку нашу уточку. Так, ну и вот, друзья, теперь для супчика вот такая вот у меня косточка от индейки и косточки от курочки. Вы что это без шапки? В куртке был, я только что сняла. Вот так вот. Сейчас еще водички налью, чтобы до конца. И будет супчик у нас из домашней лапши. Вернее, с домашней лапшой. Так, друзья, и вот теперь на гарнир мы будем делать картошку, можно сказать, по-деревенски. Тут разные специи, травы, хмели-сунели.
паприку, но немножко Мадина ее поварила, ну, буквально там минут 5, наверное, чтобы быстрее было. И ставь в духовку. А я, друзья, снимала и не, оказывается, не снимаю. Значит, хочу сделать малосольные помидоры. Просто расскажу. В принципе, ничего такого. Килограмм помидор вот так вот на 4 части разделила. Обычные сливки. Потому что круглые помидоры, друзья, не годятся. Хочу просто показать вам. Они бывают слишком сочные. Вот так вот все. Вот на 4 части. И то же самое, как я обычно делаю малосольные огурцы. Значит, сюда зелень. К сожалению, нет укропа. Добавим петрушку. Если укроп, то бывает вкуснее. Ну, ароматнее как бы. Немножко острого перчика, 2-3 зубчика чеснока. И как в огурцы, столовая ложка сахара, столовая ложка соли и столовая ложка уксуса. Кто не любит уксус, можно столовую ложку лимонного сока. Если кто-то хочет, может сдобрить растительным маслом. Тогда уже будет типа как салат. Но я не люблю, мы не любим. Поэтому вот такую закусочку еще сделаем. И, наверное, из сиреневой капусты сделаем салатик. Ой, друзья, опять снимала, не снимала, оказывается, перегружен телефон и выключается сам по себе. Значит, добавила сюда, еще раз повторю, столовую ложку сахара, соли и 9% уксуса, 2 лавровых листика, острый перчик и зеленушка. Все, теперь минут 15-20 наши помидорчики постоят и будут готовы. И вот такая вот закуска к нашему блюду. Как бы сейчас накроем пленочкой и в холодильник. Так, на, Марина, накроешь, а я буду делать дальше салат из капусты. Просто капуста пропадает, друзья, надо ее делать. Помидорчики. Кто хочет помидорчики поесть, кто хочет капусту. Ну, вернее, не капуста, а салат из капусты. Капуста у меня с моего огорода, как вы знаете. Помидорчики, в принципе, Уже, да, они, в принципе, через 5 минут бывают готовы. А? Что я кулек поставила? Не знаю, что ты куда принесла. Так, нашинковать ножом, наверное, да? Так, выключи пока. Мадина помидоры мне моет сразу, чтобы после обеда мы начали делать наши заготовки. Так, друзья, капуста, морковь, кукуруза и все, что в доме есть, короче. Болгарский перец, огурчик, помидорчик и лучок. А? Большая кастрюля, салат. В большой кастрюле варятся говяжьи ноги. Может, холодец сделаю, а может, просто так поедим. Я, например, любитель их просто так с картошкой поесть. Так, теперь посолим. Поперчим. Требуху? Сколько лет ты не ела с 5 класса? Не знаю. Так, растительное масло. Не, лет 15 нормально. Соевый соус. Сейчас что-то захотелось. Но я запах почувствовала. Напомню. Что я тоже давно хочу требуху, купим, наверное. И тщательно перемешаем, и все. Мадина захотела требуху. Забываю, что микрофона нет все время. Заказали микрофон, оказалось, что его нет в наличии. Дзэ-дзэ. Дождь перестал, друзья, уже. Прояснилось немножко. Так, теперь будем делать лапшу. И зеленью посыпем. Так.
крупно. Побыстрее хочу, чтобы мы пообедали и быстро заняться засолкой. Ну все. Мадина должна отработать время, да? Да, Мама да. с мальчиком сидела. Так, друзья, уточка готова уже, и мясо тоже. Сейчас закину в бульончик картошечку. И тем временем быстро сделаю лапшу. Поставила и зажарку, болгарский перец, морковочка и лучок. Все по-быстрому. Так, Мадина действительно шумно. Петухи кричат. Так вот варятся у меня ноги говяжьи. Говяжьи. Все в процессе, друзья, как всегда. Так, и, друзья, вот будем делать теперь лапшу. Здесь у меня 3 яйца и соль. Все, больше ничего. Я не добавляю воду в лапшу, когда делаю. Так, Мадина, помешай, пожалуйста, зажарку. Сейчас, Аишка, мама сделает и потом тебе даст. Аишка любит возиться с тестом. Делает какие-то лепешечки, нам приходится их выпекать и причем кушать. Да, Аиша? Мама инчапит ее. Ну да. И, друзья, я заморозила специально тесто пельменное, ну, для мант, тесто, которое у меня универсальное. У меня было много вопросов, можно ли заморозить это тесто. Я его никогда не замораживала и не могла ответить. Поэтому специально позавчера, по-моему, не помню когда, закинула остаток теста своего в морозилку. Ну, жалко, я вам просто уже размороженное покажу. Оно было сильно замороженное. Разморозилось. Как видите, ничего здесь не изменилось. Так что можно замораживать, друзья. Смотрите, оно такое же очень, ну, как обычное, нормальное тесто. Как будто бы свежезамешанное. Поэтому, если что осталось пельменное тесто, то знайте, что его можно заморозить. И я себе возьму на заметку, а то иногда оно у меня остается. Бывает, не бывает времени сразу из него что-то делать. И я боюсь, что оно пропадет. И стараюсь что-то делать. Иногда, признаюсь, даже немножко и пропадает. Ну, я-то не выкидываю, у меня и птица, и скот, но не хочется, чтобы пропадало. Поэтому теперь возьму на заметку. Могу потом спокойно разморозить. Спокойно разморозить и делать что-то. Так. Ну и вот сделаем тугое тесто, друзья. Так, друзья, значит, я раскатала тесто своей тестомашиной, по которой я вам показывала. Разрезала вот такие вот на кусочки, чтобы пропустить, ну, в лапшу, чтобы не была длинная. Не хочу в супе лапшу длинную. И буду сейчас пропускать ее. Так, ну и вот будем пропускать. Хочу широкую лапшу сегодня делать. Так, вот, видите? Вот такая вот лапша. Раньше, конечно, раскатывала тонкое тесто, большой пласт, сворачивала рулетиком и резала ножом. Мадина говорит: покажи, мам, как ты раньше делала. Я говорю: не сегодня. Сегодня у меня нет времени. У них же, говорит, нет раскатывающей машины. Да, в принципе, домашнюю лапшу, наверное, знают все, как ее делать, как ее резать. Ничего нового. Что-то она меня скрипит. Очень удобно. И мне писали, что есть такие электрические, что к нему можно моторчик приделать. Но к нему я не хочу, но, наверное, как-нибудь электрическую все-таки, да, куплю. Говорят, итальянская хорошая. Я когда-то видела итальянскую тесторезку у нас. Тогда она стоила 3500. Но сейчас, сколько я ее не искала, итальянской нету.
Китайская была в магазине. Стоила 12 тысяч. Но сейчас не знаю, есть или нет она. Так, ну и вот, друзья, лапша готова. Сейчас я закину ее в кастрюлю. И все. Обед, считайте, наш готов. Ну и вот, друзья, вот такой у нас сегодня обед. Домашняя лапша из курицы и индейки. Уточка с картошкой по-деревенски. Салат из капусты сиреневой. И малосольные помидорчики. Ну, это мясо, которое я сняла с грудок. Вот так вот, друзья, мы сейчас очень вкусно пообедаем и начнем свою работу. Ну и все, друзья, вот на такой вкусной ноте я закончу свой сегодняшний влог. И Мухаммед тоже, говорит, уже попробовал супчик. Первый раз сегодня. Ну вот, друзья, как-то так у нас сегодня. Всех благ вам.